Нам надо было назваться лучше «Тувинское время», потому что мы вышли в эфир немного позже. Но главное, вышли, друзья. Всем привет, это OnFest, второй день, я вас всех приветствую. За окном, конечно, не та погода, под которой стоит гулять. Гуляет лишь коронавирус у нас на улице, который опасен для человека. Я думаю, все уже поняли, что режим самоизоляции это не шутка. В первую очередь безопасность для вас и вашей семьи. Так что сидим дома и смотрим OnFest. Сегодня второй день нашего онлайн-фестиваля. Кто еще не в курсе, рассказываю. OnFest это онлайн-фестиваль, в котором мы приглашаем именитых блогеров, певцов, общественных деятелей, танцоров и так далее. Сегодня, друзья, в гостях должен был быть Алдон Балитик, хореограф, художественный руководитель школы современного танца Next, но он отправил сообщение за несколько часов до стрима, что он заболел, но не коронавирусом, слава богу. Ничего страшного, но выйти он сегодня не сможет в эфир. В любом случае, желаем ему поскорее выздороветь. Но OnFest продолжается. Сегодня у нас в гостях два крутых блогера. Первый это видеограф, блогер Сарамчик. Пока он сейчас едет, вводит машину, скажем, пока он задержится. А пока поговорим с руководителем лингвистического центра Broadway и блогер Самира Сая. Самира, добрый день. Сейчас, одну секунду. Так, вас должно быть сейчас уже видно. Самира, слышно меня? Меня слышно? Да, сейчас все, по-моему, сейчас уже все нормально стало. Так, сейчас одну секунду. Так, попробуй что-нибудь сказать. Так, очень странно. Сейчас, погодите, друзья, технические проблемы у нас. Это прямой эфир, друзья, у нас бывает и такое. Так, сейчас попробуйте что-нибудь сказать. Здравствуйте, добрый вечер. Все, супер. Давайте так, начнем. У вас свой лингвистический центр. Скажите, пожалуйста, подробнее о нем, чем вы там занимаетесь. Чем обычно занимаются в лингвистическом центре? Учим языки. Я сама являюсь школой 2016 года и преподаю также параллельно корейский язык. Так, помимо корейского языка у вас какие еще можно языки изучить? У нас можно изучить русский, тувинский, стандартный нашей страны государственной, и тувинский тоже в том числе, потому что тувинский стал забываться, конечно, и многие детишки хотят заниматься именно тувинским языком. Также у нас английский, естественно, корейский, китайский, монгольский. Вот эти языки пока у нас есть в нашем лингвистическом центре. А возрастная аудитория у вас какая? То есть со скольки лет можно посещать ваш центр и до скольки? Так, небольшие. Вообще детишки занимаются от 5-6 лет. И там вообще до бесконечности. Люди ходят. Так, чуть-чуть подлагиваем. Так, стрим все нормально идет. Вот, так что приглашаем всех интересные языки. Да, друзья, вы можете тоже написать свои вопросы в чат, мы на них тоже ответим. Так, а какие фильмы вы смотрите на иностранном языке? Без перевода или с переводом? Как вам сейчас приятнее смотреть, так скажем? Корейские сериалы, если я смотрю, или корейские фильмы, я всегда смотрю русскими титрами, что бывает, с титрами, либо с озвучкой. Поэтому я, конечно, с титрами. С титрами. Хорошо. Для слабаков. Хорошо. В течение какого времени можно изучить, например, корейский на разговорном уровне? Ну, расскажу про корейский язык, да, который я сама лично учила, который я сама преподаю. На моем опыте вообще язык можно выучить как минимум, чтобы хотя бы что-то понимать, чтобы хотя бы как-то можно было отвечать. А вообще, я думаю, что язык той или иной страны можно изучать бесконечно, потому что всегда есть какие-то определенные фразы
Я даже русский язык могу сказать, что я не знаю, потому что есть определенные термины в определенных узких специальностях, которые я не знаю. Да и также корейский, наверное, язык я еще могу изучать, и изучать, и изучать. Ну, хотя бы минимальный срок для того, чтобы уже можно было отвечать на корейском, свободно, то есть. Примерно сколько это может занять обучение? Ну, я думаю, хотя бы 1,5 года. Ага. Так, а какой язык при обучении вообще сложнее дается вашим ученикам? Какой язык при обучении? Как правило, детишки приходят с желанием учиться. Если у тебя есть желание учиться, ты его проявляешь, да, то ребенку очень интересно заниматься. Вот, и поэтому я не могу сказать, дети с охотой учат, а какой язык они с неохотой учат. Вот, в принципе, я думаю, примерно так. Поэтому, ну, я думаю, сложным языком будет являться, возможно, монгольский или китайский. Так, вот человек сейчас думаю, посмотрел так, и заинтересовался, куда ему сейчас обратиться в данное время, чтобы посещать ваш центр? Мы сейчас ведем все занятия в онлайн-режиме. У нас есть страничка в ВКонтакте, город Кызыл написано. Можете нас там найти, либо в мой аккаунт Инстаграма зайти. Да, кстати, вот ссылка на Инстаграм Сайзанак есть в описании. Вы можете зайти, друзья, и посмотреть, подписаться еще плюс. Так, какие планы у вас на будущее? После коронавируса, то есть. Какие планы на будущее? После коронавируса. Вообще, я каждый год с детишками летаю отдыхать в Корею. Ближайшее у нас получается 2 выезда. Один у нас весной, другой. В этом году планировали выезд в апреле месяце, он у нас накрылся медным тазом. Вот. И вообще, если к лету пройдет, ну, конечно, летом мы уже не успеем группой съездить. Ну, я сама лично думаю, что я уже не полечу в Корею в этом году. Я думаю, что я уже куда-нибудь полечу отдохнуть. Вот. Так, может быть, вы хобби какие-нибудь нашли по этому сроку, так скажем, самоизоляции? Хобби? Готовка корейской еды и готовка каждый день с утра. Это вот серьезно. Я уже не знаю, что дома готовить. Но это, наверное, проблема всех мам. Так, Вот. Самира, последний вопрос. Вы меломан? Задумываюсь о том, что... Сейчас немножечко лагаем. Сейчас. Я зависла, да. Да, немножечко зависли, да. Ну, надеюсь, это временная мера. Но мы вас слышим, хотя бы вот сквозь вот эти... Хотя бы сквозь эти лаги. Вот, сейчас, по-моему, все нормально. Так, а вот почему я спросил про этот вопрос, про мелодию? Потому что мы играть сейчас будем игру, связанную с музыкой. Игра называется «По смайлам». Правила нашей игры: на экране вы сейчас увидите смайлики, в которых зашифрованы строчки из песен. На одну песню уделяется 15 секунд. И мы идем дальше. Давайте тогда начнем с вами. С рамчиком мы пока ждать не будем. Давайте, вот, допустим, первый смайл. Первая песня, то есть. Как вы думаете, вот эта песня, что может означать? Друзья, вы тоже можете писать свои варианты ответов в чат. Ой, это уже на самом деле такая вот старенькая песня, да. Старенькая песня? Да, касательно футбола. Может быть, вы слышали? Аргентина, Ямайка 5-0? Да, какая боль, какая боль, Аргентина, Ямайка 5-0. Следующий. Так, какой смотреть надо? А там все, там, то есть, это весь припев, так скажем. Значок. Вот первый
первый смайлик это вот не то чтобы часы или там время, это означает вот, что скоро, скоро. Скоро. Ну, что вы видите? Давайте проговорите прям все. На второй картинке. Честно, вообще. Скоро. На второй закат. Нет, это не закат, а Или рассвет. это рассвет? Да. Ну, закат. Это сплин, выхода нет. Там, то есть скоро рассвет, выхода нет. Рассвет. Ключ поверни и полетели. Рассвет. Так, следующий. Все понятно. Это вот легендарная песня на самом деле. Ой. Про такси. Сейчас вы немножечко лагаете. Сейчас подождем. Такси. О, Зеленоглазое такси. Да, правильно. Правильно. такси. Хорошо. Два из трех мы угадали. Следующий. Ну это легко. Позвони мне, позвони. Правильно, да, правильно. Следующий. О. Ой, а что за голубой круг? Так, это цвет. Это довольно-таки новая песня, которая Так, сейчас прям Сейчас. очень хайпанула, так скажем, если по-модному выражаться. Вспоминайте, какие Это цвета. там бикини, да? Да-да-да, Нет? цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини, да, Филипп Киркоров. Следующий. Как бикини, да? Что это? Вот смотрите, там получается девушки означают имена, то есть вот их спрашивают, то есть вопрос, вот имя, и потом правильное имя. Это Пирожков. Да, да, Пирожков, да, Чика, правильно. Подожди, это... Привет, сладкая клубника. Да, сквозь тормоза, так скажем, мы услышали правильный ответ. Идемте дальше, 7-й вопрос. Это тоже довольно-таки, ну как бы сказать-то, ну, наверное, уже ему 8-10 лет уже есть эта песня. Но ее поют все еще. Первый смайлик что означает? Как думаете? Так. Первый смайлик. Это женщина. Давайте, это прям очень хорошая подсказка. Знаю. Женщина. Окей. Женщина, я не, и там Я что, вообще следующий? без понятия. Третий смайлик. Это я из группы что-то где два парня под женщину. Чай вдвоем, я да. не танцую. Да. Женщина, я не Да, танцует, да. правильно. Следующий. Да. Ага. Пока звонок машина, я уехал на море, по любасу что-нибудь там поет, да? Ну это нет, это уже довольно-таки старая песенка и ой, как бы вам сейчас подсказать-то, чтобы не сказать сразу текст. Давайте вот Я смотрите. даже не знаю. Первое это на самом деле означает забирай. Прощай? Ну да, забирай, то забирай? есть, да. Второй смайлик что может означать? Прощай. Забирай и дальше. Забирай. Меня. Уезжай. Вовремя уезжай. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Ай, меня скорее. Да, руки вверх, 18 мне Да, уже. всё понятно. Так, предпоследний. Ага.
9. Ой, это уже, ну это уже легенда, это уже не угадать, это уже, наверное, будет позором маленьким. Первый смайлик, что он может означать? То есть он Что это? не то чтобы ходит, а выходит, можно так сказать. Выходит. Уходит куда-то. Куда? Вот куда? Второй смайлик что может означать? Вот что это такое? Второй смайлик означает... Ночь. Да, ночь, правильно. А в третьем смайлик? Третий смайлик? День. Нет, а там что нарисовано? Подождите. В третьем смайлике кое-что нарисовано. День. Нет. Солнце. Вот трава и лук Это по-другому. поле с конем. Да. Любе, выйду ночью в поле с конем. И последний, вы должны угадать. Это тоже легендарная почти что песня. Но я думаю, что будут вопросы, так скажем. Так, по-моему, Так. подлагивает немножко. Умоляю, папа. Нет. Нет, не умоляю, вот когда молятся, к кому они обращаются? Пожалуйста, скажите мне. Нет. Когда молятся, к кому они обращаются? Боже, Да. Господи. Нет, Боже было правильнее, да. Вспоминайте, это вот такая легендарная песня, так скажем. О Боже. Боже. Дай мне сил. О Боже. Давайте, ладно. О Боже, какой мужчина. Это Натали. Я хочу от него сына. Да. Давайте вот вам штрафной понятно. за то, что вы не угадали. Вот последний. Ага. Так. Первое это что означает? Календарь. Да. Календарь. 17. Нет, а если... Разворот. Сейчас немножечко подлагивает. Вот есть даже такой мем. Поет... Мем. Да. Вот с календарем, вот второй смайлик, он что, что означает этот знак? Разворот. Перевернуть получается. Ну нет. Давайте сейчас проговорим. Первый и второй смайлик. Перевернуть календарь. Календарь переверну. Так, сейчас сквозь лаги мы сейчас попробуем услышать ответ. Сейчас. Календарь переверну на 3. Да, и снова 3 сентября. Да, правильно. Да, правильно. У нас так-то есть еще 3, если хотите, конечно, себе усложнить жизнь. Так, у нас получается результат, неутешительный, я так скажу. Я даже, наверное, не скажу. Ну, в принципе, большинство вопросов были отвечены правильно. Так, и напоследок, Самира, расскажите, пожалуйста, чем можно полезным заняться во время самоизоляции? Полезным. Может, что нужно читать книги. Вот, я считаю, чем полезно нужно заняться, я как человек стратегического склада ума, как же может это деньги? Это мое, я не знаю, предпринимательское мышление. То есть выйти на чем я могу заняться, либо вперед делать, чтобы работать, я думаю, каждый. Вот. Так, Поэтому... сквозь эти
сквозь эти баги мы что-то там услышали, что-то полезное. Ага. А сейчас, по-моему, да, все уже нормально стало, да. Так, ну, вам спасибо большое за то, что приняли участие в нашей игре, за то, что нашли время. Так, друзья, уважаемые зрители, не переключайтесь, через несколько минут примерно к нам уже врываются еще одна интересная парочка видеографа, оператора-постановщика тувинской продакшн компании ОВА Медиа Демчик Кулар и его девушка Айзана Комбу. Не вырубайте стрим, скоро вернемся и продолжим OnFest. What you gonna do with that dessert? Murder that, dance slow. What you gonna do with that dessert? What you gonna do with that dessert? Çırğal ele vurmaz Bacın aşkan Çonu denne tıжın bilmez Bayınadım görüp çorur yezi çok Baygı belen emçilerge
қалбас қадыр чағай жұрт алғаның өзен салбас Arak şimen sevgili biz çaldık gelir Kamgalakçı emçilerge mögeyer biz Ağlaydım adıları kanlar dize Amır düştü şortalanıp bizge söngen Amırdır al koyan geçin hayırladı Amır aldı emçi ulus olar deliz Dayında da taybında da kadı çorur Dalaş bile düne gündüz çorup kalır Dağın baza kadı ıstı aytırıke Dadı koşa ençilerge mögeyer biz Angılaydım adıları kımlar dize Amır düştü şurt daldanıp bizge söngen Amırdır al koyan geçin hayırladı Avır aldı emçi ulus olar derbiz Amır kınım çırgıldışın bakın unuttu Amdı bizge kadıkşıldı sönmep çorun Eller eldi çığlı çımçak kolun sunlar Emçilerge çerge çedirmege yerdiz Amır eylüm adırları kımlar dize Amır düştü şort dallanıp bizge söngen Amırdır al koyan geçin hayırladı Avır aldı emçi ulus olar derbiz Avır aldı emçi ulus olar derbiz Na na na, hold it down. You got the crown, baby, don't give it up now. Na na na, say it loud. Run it. What's up?
пиликай такая, на Привет, бабуль! те уши Слава прожужжал. богу, ты дома. А где же мне быть-то в моем возрасте? Ну и На хорошо. дискотеке, что ли? Коробки он твои разбирала, понаслала тут мне. Ну, зато теперь можно долго из дома не выходить. Слушай, ты мне вот эту вот настойчику-то больше не покупай, а? Ну, а у нее вкус какой-то на любителя. Это антисептик, бабуль. Ты мне Ой. расскажи, а как Ну, у тебя так с как интернетом? с Ты интернетом? Ну, работаешь? работает, наверное. Ну, да, я так... забыла давно как, не- да? Ну, давай я тебе еще раз расскажу. Смотри. Смотри. Расширь экран вот там вот в углу. Это я знаю. Так, так. О, есть? Это камера. Ну, А это звук, бабуль. вот беда-то. О, О, победа, бабуль! Отлично. Давай, а теперь вон, видишь, там такой разноцветный кружок. Вот давай к нему. я ползу. О, опа. Вот, это я уже знаю. Так, Ну, так что вот теперь можно найти все, что угодно и не скучать. Фильмы, книги, сериалы. молодость мою. Ну, Да шучу я. Спасибо. пожалуйста. Бабуль, оставайся дома, ладно? Угу. А сейчас только в это продуктовый сбегаю. Стоп, куда сходишь? Na na na, hold it down. You got the crown, baby, don't give it up now. Na na na, say it loud. Run it. Bajın ballar Ammar çırgal ele vurbaz Bajın aşkan Jonu dende tıжын bilmez Bayınadım Görüp çorur Üyezi çok Baygı belen Emçilerge mögeyemiz Angıylım adımları kanlar dize Amıtıştı şortalanıp bizge senden Amıdır al koyan kejin hayırla ben Avırıldı emçiyoruz olar dermiz Kadın toşkun hüner gerge bizdi kalmaz Kadık çağay çurtalganın öze salmaz Arak şimen sevgili biz çaldık gelir Kandalakçı emçilerge mögeyer biz Angıylım adımları kanlar dize Amıdır
sevgillerge möge yer biz. Angı'nın adları kımlar bize. Amır düştü çurtaldanıp bizge sönen. Amırdır al koyan gecin hayırladı. Avır aldı emçi ulus olar der biz. Amır kınım çırgıldыжын бохын ұту. Амды бізге қадық шылды сөніп жору. Элерді жылы жымшақ қолын сұнар. Әншілерге жерге чедірмеге ербіз. Amır'ın adırları kımlar bize. Amır düştü çurtaldanıp bizge sönen. Amırdır al koyan gecin hayırladı. Avır aldı emçi ulus olar der biz. Avır aldı emçi ulus olar der biz. Na na na, hold it down. You got the crown, baby, don't give it up now. Na na na, say it loud. Run it. Так, все, теперь меня слышно. OnFest продолжается, друзья, и сегодня второй день нашего онлайн-фестиваля, в котором мы приглашаем различных блогеров, музыкантов, танцоров, общественных деятелей и даже людей с такой сложной профессией, как видеограф. Тем более, если это видеограф, оператор-постановщик тувинской продакшн-компании ОВА Медиа. В гостях у нас Демчик Кулар и его девушка Айзана Комбу. Привет, ребята. Привет. Так, друзья... Она, кстати, гримерша. Да, вот как раз вот про это мы и поговорим сейчас. Как раз про это поговорим. Сначала расскажите, друзья, как у вас дела на самоизоляции? Ну, работа. Работа. Айзана на мне пробует новые гримы, а я сижу дистанционно, когда надо, выезжаю, все. Вот. Ну так, просто самопросвещение, или как это называется, когда сидишь, обучаешься чему-то и все. Айзана, расскажи, так, в Инстаграме Грим Кызыл — это твой проект, да? Ой, сейчас я вас, оказывается, Да. не показывал, вот, сейчас я уже вас показал, сейчас только исправлю. Расскажи, пожалуйста, про Грим Кызыл. Как ты, что тебя подтолкнуло к этому, как это вообще получается? То есть я вот видел эти фотки, которые вот в аккаунте Грим Кызыл, вот, можете, кстати, по ссылке этого анонса посмотреть, как это все получается. Это сложная работа? Как это получилось, но это вот, он сидит рядом. Это они готовились к клипу Саши Кулара. И было такое, что он должен быть воином, а у воина как бы не бывает шрамов. Точнее, бывает шрамы, а у этого же не было. Ну, У Саши же не было шрамов. ну да, вживую его собственные шрамы не были. И вот. И надо было как-то просто сказал Дэмчик то, что сможешь сделать шрам. Я такая, ну подумаю. Начала интересоваться этим, хотя вообще даже не знала об этом, типа, как, что делать. И вот все так началось. Угу. Так, Дэмчик, расскажи, пожалуйста, как пошло, что ты начал заниматься монтажом? С чего это началось? Так. С чего? Мне вообще с чего, да, сказать?
Да, прям вот не знаю, как это, что подтолкнуло, я не знаю, там, как... Вообще подтолкнуло... Так, это твои видео в школе. Тогда я еще выпускником был. братянство, да. Да, да. Вот тогда. Потом я задался вопросом, как это делается, и дальше пошло-поехало. Ага. Так, давай сейчас поговорим про ОВА Медиа. Что у вас сейчас в планах? Я вот видел, вот вы вчера снимали что-то. Получается, у нас могут быть анонсы Да, это какие-нибудь. реклама. Реклама. Да, реклама просто обычная. Ну, то есть, как для меня это просто было как бы опыт. Я вообще, оказывается, ну, тогда вот я понял, что я вообще не умею снимать диалоги. И сейчас буду больше нацелен как раз снимать ролики, где побольше диалогов будут. Угу. И как раз ребята говорят, вот, типа, у нас так типа, в стиле ретро, все такое. Я такой, у меня как раз была, как бы сказать, марафон такой советских фильмов, где я сидел, советские фильмы смотрел там. И так использую свои познания новые. Так, вот смотри, сейчас человек хочет научиться, ну, допустим, любой человек хочет научиться монтировать. Как достичь успеха, при этом сидя дома? То есть, может быть, я не знаю, какие-нибудь курсы или с чего ему начать вообще? Научиться монтировать. Ну, монтировать, ну, даже не знаю. Ну, в моем опыте, да. Вот, да, даже так скажу. Это вообще два разных способа. У тебя и у меня. Потому что ты сидел дома и учился всему сам. А я как раз вот больше у людей спрашивал, как это, что это работает. Тут такого нету. Ну, мне кажется, да, лучше курсы, но курсы у человека, у которого как раз работы такие достойные, со вкусом и интересные. Угу. Так, ну и последний вопрос. Как вы учились в школе? Давай, Зана, ты первая. Нормально. 5, 4, 3. Я полный троечник. Вот почему я спросил про школу, потому что сейчас мы сыграем аж 2 игры, и бороться вы будете против друг друга. Сегодня мы определим, чья логика сильнее, мужская или женская. Первая игра называется «Моя игра». Правило, на выбор вам 3 рубрики по 3 вопроса каждый. У каждого вопроса есть уровень сложности и очки. Чем больше очков в вопросе, тем он и сложнее. Я сейчас вам выведу на экран вот эту табличку нашу и вас наверх поставлю. Вот, смотрите, у нас 3 темы: деньги, музыка и птицы. Первое, это вот вопросы легкие. То есть вы на них можете ответить, в принципе, ничего страшного. Второе, это уже среднее, они чуть-чуть посложнее. И третье, это уже ультрасложные. Я уж даже не знаю, сможете ли вы ответить на них. Вот. Так, кто из вас хочет начать первым? Давай ты. Или мне. Давай ты. Ну давай музыка 1. Давай попробуем. Музыка 1. Так, это у нас 2-1. Так. Итак, музыка... Ой, нет, это я не то вырубил, оказывается. Все, вот. Музыка 1. Сколько музыкантов в квинтете? В квинтете. Или в квинтет. Квинтет. Ой. В квинтете? Да, в квинтете. Это я подскажу. Это вот смотри. Хотя я даже не буду подсказывать, наверное. Чтобы было честно. Квинтет. Примерно хотя бы скажи, да. Ну, это, наверное... Сколько человек может быть? Одну группу скажу... Так, наши гости немножко... 5, правильно, 5. Потому что квинта это... Я вот сейчас вспоминаю музыкальную школу. Короче, квинтет это 5 получается у нас от какого-то языка. Правильно, 5 человек музыкантов в квинтете. Так, Айзана, выбирай дальше. Птица 1. Птица 1. Сейчас я надеюсь правильно выберу. Вот. Птица 1. Зачем дятел стучит по дереву? Есть насекомые? Ну, да, ищет еду, получается. Да, правильно. Ну, да. Так, Дэмчик.
Так. Деньги один давай. Деньги один, хорошо. Как называется корейская валюта? Да. Юань, да? Юань? Нет, да? Юань? Юань? Вон называется он, вон. Вона. А, вон, вон, да. ёлки. А Так. юань это что? Это Китай, да? Или Япония? Сейчас даже я прогуглю, мне даже я интересно уже стало. забыл. Китайский юань, да. Так, балл ты не получаешь. Следующий у нас Айзана. Следующая у нас Айзана. Деньги 2. Деньги 2. Любите вы, значит, получается, деньги. Так, какая из современных российских монет имеет самый большой диаметр? Вот из этих монет там 5, 10, 15, ой, 15 говорю. 1, 5. Пятерка, да, правильно? Так. Айзана тебя догоняет, она получает 2 балла сейчас. 1-3. Демчик. Угу. Это что? Давай, музыка 3. По вабангу пойдем. Музыка 3. Сейчас, одну секунду. Вот, все, музыка 3. Каким концертом заканчивается цикл «Времена года Вивальди»? Каким концертом что? Сейчас, одну секунду. Каким концертом заканчивается... Тебе звонят, что ли? Или Нет. микрофон опять? Так, сейчас нормально? Нет, это когда звонят или сообщения приходят. А сейчас как? Сейчас нормально. Вот, давай. Каким концертом заканчивается цикл «Времена года Вивальди»? Каким концертом? Да. Каким концертом заканчивается цикл «Времена года Вивальди»? 4 цикла времен года есть. Можешь выбрать из этих 4. По-моему, это была, наверное, сейчас зима. Весна, наверное, была? Нет, к сожалению, это зима. Зима, блин, близко был. Вот я как раз сидел, думал, февраль вроде где-то. Да так, короче. Пил, то ли февраль. Так, все, одну секунду. Так, да, все. Так, балл ты не получаешь. 1-3 у нас. Айзана. Деньги 3. Деньги 3. Так, деньги 3. Одну секунду, я не то выбрал. Вот, все. Деньги 3. Памятник какому великому князю изображен на 1000-рублевой банкноте Российской Федерации? 1000-рублевых? 1000-рублевых. Я настолько долго наличку не держал, что я даже забыл. Сейчас. Ну, нам там постучали. Там, по-моему, не написано, по-моему. Точно не знаю. Ярослав Мудрый там отмечен на 1000-рублевой банкноте. Так, Демчик пошел за банкноты, да? Сейчас. Друзья, кстати, Сарамчик вышел на связь, он у нас будет после Демчика, Кулера и Айзан Кумбу. Не переключайтесь, через, там, я не знаю, через 40 минут мы с ними тоже подключимся. Так, где Демчик? Сейчас его... Сейчас он наглядно покажет нам валюту, в котором изображен Ярослав Мудрый. Что там? Не 1000-рублевая? Давай отвечай. Не нашел, да? Или не ответил? Уже она не ответила. Ярослав Мудрый там изображен. Да. Так, Демчик, выбирай дальше. Давай, музыка 2. Музыка 2. Так, все. Как называют музыканта, играющего на сопилке? Сопилист, соплер или сопилкарь? Вот. Из этих 3 выбирай. На сопилке? Да. Сопилист, соплер или сопилкарь? Как думаешь? Соплер, наверное? Сопилкарь называют музыканты. Сопилкарь. Йо. Так, Айзан, выбирай дальше. Я подумал,
Ладно. Птицы 3. Так, птица 3, 1 секунду. Так, я надеюсь. Оп, все. Желна это вид какой птицы? Желна, да. Желна. Это вид какой птицы? Желно. Это очень сложный вопрос, мне кажется. Даже я бы, если честно, не Желна? ответил. Да, желна. Это вид определенной птицы. Я даже, знаете, я первый раз такое слово слышу. Желна это вид птицы дятлов. Так, и Демчику у нас остается последний вопрос. С какой птицей в поговорке сравнивается слово воробей? Давай. С какой птицей? Ой, I'm sorry. Я сразу ответ еще другого? не сказал. Да. Я сразу ответ сказал. Воробей. Так, друзья, тогда у нас получается моя игра заканчивается. И впереди... нет, у нас результат получается 1-3 в пользу Айзана. Сразу переходим ко второй игре, называется она 1 к 100. Тут проверяем вашу логику с логикой обычных людей. Правила простые. Постараться угадать популярный ответ, который дали обычные люди на вопрос. То есть, видели игру 100 к 1? Нет? Я постараюсь вам объяснить. Значит, смотрите. Вот наша таблица. Оп, I'm sorry. Вот наша таблица. Сейчас я вас поменьше чуть-чуть сделаю. Вот. Вам дается вопрос, выбор чего, по мнению женщины, самый трудный. И вы должны угадать популярный ответ, который говорили другие зрители. То есть там самый популярный ответ, который говорили другие люди. И таких ответов 6. Вот, допустим, давайте, вот... давай... Выбор чего, по мнению женщины, самый трудный? Давайте, проговаривайте ответ какой-нибудь. Тема... просто, да? Да, говорите темы, которые, на ваш взгляд, вот выбор чего, по мнению женщины, самый трудный. Выбор, там, я не знаю, чего, допустим. Говорите просто вот, что приходит в голову. Одежды. Выбор одежды. Так, платье и наряда. Это у нас... Так, 20 человек так сказала. Ты получаешь 20 очков. Так, Айзана. Как думаешь? Машины. Машины... Нет, короче, машины смотри, нету. По мнению же... А нам обсуждать можно? Да, обсуждайте, да. Ну, И это не просто. только женщины, не только женщины, это прям все так... Всех зрителей. Выбор еще чего... Выбор чего может быть трудным для женщины? Ну, тоже для женщины, если считать. Ну, партнер по-другому. Ну, сейчас вообще должна Айзана ответить. Да. Ты можешь дать этот вопрос ответ Айзане, и мы можем посмотреть, сколько там баллов или там и так далее. Возьмешь этот ответ? Да. Ну, давай возьму. Так, партнер мужа, отца, детей, да. И это у нас... И это у нас популярный ответ. Ты получаешь 23, 26 у тебя в итоге. Дэмчик, как думаешь еще? У нас еще есть 4 варианта каких-нибудь. Выбор чего еще может быть трудным для женщины? Ну для меня, ну то есть мой ответ бижутерия еще может быть. Ну то есть кольцо, не кольцо, там вот это аксессуары. Бижутерия же, да, называется? Увы, там нету его. Аксессуары. Но ты близко, ты совсем близко. Теперь твой. Повтори, может, не услышал. Что еще раз? Я не услышал. Косметики. Парфюмерии, духов. Можно, да, отнести к это все к косметике. И это у нас третий вариант ответа. Ты получаешь 10 очков. Ты прям перегнал меня. 36. Да. Дэмчик. Так. Блин, на самом деле... Вот специальный тип вот косметики тоже вот почему-то он в другом формате.
То есть еще есть такой ответ вот с косметикой, только он определенный. Как Я с думаете? косметикой вообще не дружу. Это вот для лица, то есть. Маска? Нет. Выбор тоналки? Не совсем. Крема? Так, сейчас я вам покажу 3 последние вопроса. Это, смотрите, выбор цвета лака помады, по мнению женщины, самый трудный. 5 это у нас имя для ребенка. Вы могли заработать 5 очков. И профессии. Вот. Кто у нас тут? Так, это у нас была разминочная, а сейчас будет настоящий вопрос. Да, это у нас будет сейчас настоящий вопрос. Вот такой первый серьезный документ. Сказали ребенку родители. О чем идет речь? Но мы, кстати, зачитаем за разминочный, тоже зачитаем. Как думаете, какой первый серьезный паспорт? Сейчас, одну секунду. Да, паспорт есть, и он у нас на 4-м месте. Ты зарабатываешь 9 баллов. Демчик. Ну, свидетельство о рождении. О, свидетельство о рождении у нас есть, и это 2-е место, 18 очков. Айзана. Я даже уже предполагаю, что первое. Родители ребенку Это сказали. аттестат? Аттестат, да, есть он. И это у нас 3-й. Аттестат 14, так, 45 плюс 14, 59. Даймчик, как думаешь? Родители ребенку, то есть. Результаты УЗИ? Это что же документ, так-то считается? Ребенку, то есть, да? Как думаешь, еще есть, может быть, какие-нибудь серьезные документы, которые носит ребенок с собой? Ну, не всегда, может быть, там. Дневник. Да, правильно. Это у нас первый популярный ответ. Ты зарабатываешь 30 очков. 69-59. Айзана, как думаешь? Вы можете, в принципе, сейчас уже сдаться, потому что там 2 последних ответа, они на самом деле... Ну, попробуйте, ладно, они такие сложные. К нам не относятся, так скажем. К нашему городу. То есть у нас такого нет для детей. Проездной? О, правильно, проездной. Это у нас 5-й. Социальная карта, проездной, это одно и то же. Засчитываем тебе 65. Так, дальше. И последний, как думаете? И последняя осталась. Да. Я сейчас вам... Бейджик, может быть. Даже. Хотя социальная карта это тоже бейджик, ну, в других городах. Вот рядом с бейджиком еще есть что-то, кое-что. Школьное. Пропускной? Пропуск в школу. Это у нас 4 балла. О, господи. Вы не поверите, но результат сегодняшней игры 69-69. Демчики, Айзана. Так, как бы сейчас сделать, чтобы узнать, кто из вас выиграл. Давайте так сделаем. У нас есть еще... Да, еще есть контрольный вопрос, но я не подготовил для таблички, которую вы там будете видеть. Смотрите, 3-й вопрос. Да. Я буду говорить сейчас. Боксер проиграл в бою, но именно его поздравляют. И именно его все поздравляют. Почему? Как думаете? Боксер выиграл в бою, но проиграл. Его Проиграл. А, проиграл. Да. Но его все поздравляют. Вот почему так? Как думаете? Боксер. Да. Может быть, там же на время, до конца игры, прям до конца времени? Там дошел. Нет, там такого нету. Боксер проиграл. Баллы? У них же тоже бывает... Но его поздравляли в этом. Нет, к сожалению, там про баллов никто, к сожалению, так не отвечал. Почему вообще могут людей поздравлять? Уважение. Уважение, так.
Уважение. Есть такой маленький ответ, но он не относится к уважению. Но похоже. Может быть, его последний бой? Последний бой, вот. Прям точно так и написано. Последний бой. 10 человек так сказали. Это 4 из 6. Так, 79. Буян, я тебе к удивлению скажу, я человек, который не смотрит ММА, бой, там, бокс, все такое. Она смотрит, Том, она. За что могут еще поздравлять боксера, который проиграл в бою? Бокс это очень опасный вид спорта. Там даже могут быть такие моменты, когда Травма? да, даже может еще хуже. Я сейчас вас подытоживаю к этому ответу. Смерть. И как это можно сказать? Вот, ну, его ж не будут поздравлять за то, что он помер. Ну да. За что он умер. Антоним. Противоположность. Ну, Ну, типа, как там? вы бы заработали 21 балл, если бы вы сказали «остался жив». Да. Вот самый популярный, еще не угадали, как думаете? Вот, допустим, он сражался достойно, да? И вот как можно назвать так вот, за что его могут поздравить? Красивый бой? Красивый бой за мужество. Да, это в принципе одно и то же, за мужество. 26 человек так ответило. Так, думайте пока дальше. Я сейчас просуммирую тебе. 26, 95. Угу. Еще, давайте еще последний. И в принципе все. Вспоминайте, кто еще есть на ринге, кстати. Вспоминайте, кто еще есть на ринге, помимо боксеров. Но вот ММАшники нет. Вот эти вот. Ну там третий человек тоже ходит иногда. Рефери? Рефери, да. И вот сейчас додумывайте сами. Сейчас. Ну типа. Вот самые непопулярные, кстати. Мыло, да? Да. Как это сейчас проговорить правильно? Ну, не честный бой. Нечестный бой, да. Нечестный бой, да. Третий ответ. Так сказала 12 человек. 107. Так, в принципе, наверное, все. Там два последних это было. Он местный, вы бы заработали 8 баллов. И у него день рождения, вы бы заработали 6 баллов. Вот. А я еще подумала, типа, вдруг у него сын родился. Кстати, могло быть так, да. Но люди, к сожалению, ответили по-другому. Так, результат сегодняшней игры. Сейчас уже не ровно, а Демчик зарабатывает на 107 баллов, а Изана 79. Так, друзья, расскажите, пожалуйста, чем можно полезным еще заниматься во время самоизоляции? Саморазвиваться, что я и делаю. Самоизоляция можно вот как? кто... Сейчас много вышло бесплатных курсов. Я везде подписываюсь. Ну так, дальше ничего не делаю. Сейчас одну Всякие там секунду. графические дизайнерные такие проекты поэтапно бывают. Уроки. А что ты еще вечером делаешь с папой? В теннис играю. Тренируется. Кстати, да. Теннис это прям лучшая игра на планете, как я считаю. Так, Дэмчик, как ты думаешь? Ну, расскажи, пожалуйста, чем можно полезным заниматься во время самоизоляции? Вот, когда вот недавно я реально, когда на самоизоляции посидел, то есть меня на работу буквально на несколько дней не звали, даже на неделю, наверное, не звали на съемки. И тут я реально посидел, и тут я понял, что нужно хорошенько узнать друг друга, прям узнать хорошенько. Вот, если вы парочка, да?
Ну да. Так, друзья, спасибо вам за то, что уделили нам время сегодня, что поиграли с нами. Обязательно заходите к ним на страницы, на УВА-ТВ, ссылки в описании. Сейчас мы посмотрим клип Удучу, режиссером которого стал Демчик Кулера. Обязательно посмотрите, оцените его работу. Мне получилось круто. С вами я прощаюсь. Завтра в 19:19 обязательно заходите к нам еще раз. У нас будут другие гости. Сейчас я специально покажу вам расписание. Нет, я не смогу вам показать расписание, но расскажу. Завтра в 19:19 Артыш Чанзан и Максим Чадамба друг против друга будут сражаться. О, Макс, я посмотрю. Да, да. Можешь даже зайти к нам. А 30 мая у нас будет очень насыщенный день. С 19:19 у нас будет певец Дамдын Карасал и тоже певица Дозура Оржак. И в 20:00 Лодой Хомушку против Артыша Минчея. В 20:40 Дугерман против Сылдыса Калынду. И в 21:21 такой маленький сюрприз. Дугерман будет вести наш стрим. И играть буду я против своей жены, так скажем. Посмотрим, кто из нас умнее. Я бой этого посмотрю. Дугера с Сылдысом Калынду. И вот твой с женой. Можешь завтра вообще полностью смотреть, да. И последний день, друзья, 31 мая у нас тоже будет насыщенный день. В 19:19 Артыш Монгуш и Даяна Монгуш, это японец. 19:49 Анита Оюн и Чойган Сединг. И в 20:30 Алдынсай Дожу против Луизы Губасарян. И в 9:00 секрет, кое-какой сюрприз будет. Обязательно заходите, друзья, в 19:19, все эти 3 дня последние. Ну, друзья, спасибо вам за то, что поучаствовали. Может быть, у вас есть какие-нибудь прощальные слова, скажем. Буян, ну ладно, это я уже тебе сам лично напишу. Давай сейчас. Не, мы можем после Диана стрима говорит. сейчас, можешь сказать. Что можно пожелать людям? Сами развиваться. Друзья, сейчас у нас клип Удучу. И всем до завтра, до 19:19. басып желей орар кандыл беннин кону борбо арак басып жаңна орар кандыл хейнин душту борбо карак басып жаңна орар канды хейнин душту борбо.
Друзья, OnFest продолжается. Сегодня у нас Сарамчик уже должен был как ее там, извиняюсь, с Амирой Сая провести эфир, но Сарамчик чуть-чуть задержался, но все-таки ворвался к нам в эфир. Сарамчик, привет. Ты у нас Привет, уже привет, брат. в эфире. Так, расскажи сначала про то, чем ты сейчас занимаешься во время самоизоляции. Сейчас выключился, сейчас. Давайте подождем немножко. Почему вибрирует? Так, сейчас это прямой эфир, друзья. У нас бывают различные неполадки. Все, мы тебя опять увидели. Сейчас у тебя вибрирует. Все норм. Тебя не слышно. Так, одну секунду. А сейчас слышно? Да, сейчас норм. Угу. Так, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься во время самоизоляции? Во время самоизоляции я, как и все остальные, занимаюсь домашними делами, помогаю маме в огороде, помогаю папе, снимаю также видосы различного характера. Вот, немного запустил свой блогинг и... Вот как раз таки, да, вот вы же сейчас сериал записываете, у вас там 7-й эпизод вышел, по-моему. Сейчас я даже покажу на прямом эфире. Сейчас, одну секунду. Первые 2 серии этого сериала. Снимаешь, да? Всем привет, друзья, меня зовут Кижик, и сегодня я решил подарить всем тем, которых тоже зовут Кижик, по 1000 рублей. Погнали! Снимаешь, да? Всем привет, друзья, меня зовут Кижик, и сегодня я решил подарить всем тем, которых тоже зовут Кижик, по 1000 рублей. Погнали! О, ребята, можно вас? О, здорово. Здравствуйте, как вас зовут? Арсен. Снимаете, да? Да, снимаю. Чингис меня зовут. Чингис. Привет. Просто сегодня снимаю, меня зовут Кижик, и всем тем, которых тоже зовут Кижик, я раздаю по 1000 рублей, пацаны. Спроси его еще раз. Еще раз спросить? Как вас зовут? Арсен. Ну все, этот выпуск подходит к концу. Сегодня я раздал 10 Кижикам по Да, друзья, вот Сарамчик в команде с Арсеном Надыл и Кижиком Кушкулаком запустили сразу в 3 аккаунтах один и тот же сериал безымянный, там без названия. И непонятно, какую серию у кого лайкать. Кто не видел, первую серию вот мы уже показали. Остальные вы можете посмотреть у Сарамчика в аккаунте, ссылка есть в описании. Скажи, у вас уже вышел 7-й эпизод. Сколько еще серий намечается? Планируем 10 серий и начать уже 2-й сезон. Вот. Как появилась эта идея вот снимать вот этот сериал? Вот мы сначала собрались с пацанами и сначала у нас была задумка такая, пранк снять. И во время самоизоляции народу было не так уж и много гулящих. И задумка не задалась, и нам пришлось, ну вот, на ходу что-нибудь придумывать. И задумка была Кижика снять что-нибудь такое. Ну, то есть это спонтанно получилось? Да, очень спонтанно.
Так, Сарамчик, ты еще стал АСМРщиком. Вот в Инстаграме есть Да, такой в у тебя последнее контент. время, да. Да, кто не в курсе, друзья, АСМР это когда там ты чавкаешь, например, или еще что-то на камеру, чтобы твое чавканье было слышно. Вот так вот, то есть. Скажи, На микрофон, да. да, что сподвигло на тебя на такой контент? И хавают ли такой контент? Я очень давно мечтал снять именно АСМР. Не знаю, что меня сподвигло туда сейчас именно. Я на этом пока что зарабатываю на рекламе. Ну, сотрудничаю именно с кафешками, с доставками, и тем самым мне в плюс, и этим предпринимателям тоже. Угу. Как бы. Так, и последний вопрос. Какие у тебя планы в будущем? После этого самоизоляции, после коронавируса? После самоизоляции, планов очень много, которых уже не осуществил в марте, в апреле, который этот ковид все испортил для меня. Ну, буду помаленечку все снимать и показывать вам. Следите за новостями. Ну смотри, вот следующая игра на самом деле парная. Я вот увидел, сзади у тебя там какой-то чувак есть. Быть может, он с тобой поиграет тогда? Да, можно, конечно. Это Сайнмон. Он тоже популярный достаточно. У него 30 тысяч подписчиков в Инстаграме. Угу. Так, ну тогда давайте так сделаем. Сарамчик против Саина Мон, это Монгуш, да, получается? У нас следующая игра называется «На поле буквы». Суть проста. Для вас на футбольном поле будут летать буквы. Ваша задача составлять из них слова. Играть будем в формате пинг-понг, то есть кто из вас начал, говорит первое слово, потом соперник, потом вы и так далее. Поле сейчас появится у вас на экране, и этими буквами вы должны составлять слова. Итак, вот эти буквы. Кто из вас первый скажет слово, так и начнем. Школа. Так, школа, первый Сарамчик. Саин. Так, у Саина нету варианта ответа. Сарамчик, ты можешь тогда сказать еще одно слово? Да, вот сложность этой игры в том, что буквы еще и летают. Так. Вот дома, вот вы когда ходите, одеваете вот эту принадлежность к себе, чтобы было удобнее. Как он называется? Так, подожди. Сейчас они опять Давай появятся. подумать. Так, сейчас погодите. Почему-то они не появляются сейчас. Да, вот повтор. Да, все, они появились еще раз. Принадлежность дома, когда вот для ног, чтобы было хорошо. Когда ходите. Из 5 букв. Вообще их 2, но там именно вот... Тапка? Ну, смотри, там тап. Да, правильно. Тапка. Вот когда ты спортом занимаешься, например, да, что выводится из тебя? Из 3 букв. Пот. Да, пот, верно. Там есть эти 3 буквы. И давай еще 5 букв примерно. 5 слов, то есть примерно. Именно тоже можно. Или вот оценка такая, вот очень плохая оценка для школьников. Сейчас они опять появятся, вот. Очень То есть плохо. эти слова связаны именно вот
Футбольным полем, да? Не-не-не, нет, нет. Вообще любые слова могут быть. А, так. Есть такая оценка, которую вот школьники вообще не любят, но им такую оценку мало когда ставили. Из 3 букв. Или вот в древности, если человек, например, наказание ему делали, что его сажали именно вот в это больное место. Из 3 букв. Или давай, чтобы тебе полегче было, это животное, домашнее животное есть тут. Кот. Да. Давай еще 3 слова. Так. Твой друг уже сдался, поэтому за него отыгрываться придется тебе. Да, мне придется так. Вот, когда, например, кушаешь какую-нибудь еду, тебе этот предмет нужен. Для того, чтобы его подтащить в рот. Как бы это... Ложка? Да, правильно, да. И давай последний какой-нибудь вопрос. Какое-нибудь последнее слово. Давай. Давай. Такая газировка есть. Кола. Да? Все. Так, сейчас их вынесу. Так, давай еще в одну игру поиграем. Очень маленькая игра. И называется она Смайлы. То есть на экране ты увидишь смайлики, в которых зашифрованы строчки из песен. Сейчас я их покажу тебе. Угадай, что это за песня, которая зашифрована в этих смайликах. Первое это мем, Так, это мем, первое кстати. слово. Это календарь. Это мем? Да. Так, Во втором календарь. во втором смайлик что означает? Разворот. Нет. Перевернуть. Перевернуть. 3. Да, и листья это... И листья. Осень. Не знаешь эту песню? Это какая песня? Про, Ну, в смысле, про 3 сентября. про 3 сентября? Я календарь перевернул и снова 3 сентября. Ты не знаешь, да, этого мема? Нет. Окей, так, следующий вопрос. Так, Это мужчина, легкий, кстати, да. Снег, Да. стрелка, Снег, что он делает? Снег именно что делает? снег тает, Да, вот. Это очень популярный трек был когда-то. тает лед, Да, между нами тает лед, да. Еще 3. Ну, это легкие. миллион роз. Да, миллион алых роз. Угу. Так. Это старенькая песня. Но я думаю, ты знаешь ее. Сейчас, погоди. Девушки, какие они тут? Между собой они какие? Между собой. Ну смотри, И они могут- одна смуглая, третья темненькая и третья уже блондинка. Так. Знаешь песню «Девушки бывают разные»? Да, знаю. Да, это вот как раз эта песня и была. Так, последний. Так, цифры. Шприц. Или кровь. Это очень легендарная песня.
из 4 первый смайлик это означает вот некий состав. Ну ладно, скажу, это группа. Группа чисел. Группа крови? Группа крови на рукаве, да, правильно. Так, ну ладно, Сарамчик, за то, что пришел хотя бы... Ничего я не открыл. Да. Скажи, пожалуйста, напоследок, чем можно полезным заняться во время самоизоляции? А во время самоизоляции это то самое время, когда нужно посвятить именно себе. То есть заняться домашними делами, заняться саморазвитием, заняться спортом именно дома, побыть с семьей, там, не знаю. Вот я начинаю сейчас начать заняться английским, я уже договорился. То есть английский для меня сейчас на первом месте идет в приоритете. Вот. Занимайтесь, читайте много книжек, занимайтесь саморазвитием. Вот, я это могу сказать. Спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. Завтра, друзья... Это все. Завтра, друзья, в 19:19 заходите к нам на стрим. И у нас будут новые гости. С Арамчиком мы прощаемся. Давай, до скорого. Пока. Завтра, друзья, у нас 19:19. Сейчас я вам даже включу этих гостей. Артыш Чанзан и Максим Чадамба в 19:19. Всем до завтра.